Привет, друзья! С вами одинокий Джейсон. На днях я поделился с вами своими соображениями по поводу ингушского фильма «Письмо» режиссера Амира Амирханова. На ваш и наш зрительский суд был представлен очередной шедевр, действие которого происходит в Бошечи Ингушской ССР в городе Грозном. Режиссер оказался в непростой ситуации. Он должен снять фильм о трагической странице истории, о депортации. Но там было одно но: чеченцы. Как их, мы сейчас у нас новая страница истории Ингушетии, где ингуши отдельно, чеченцы отдельно. И даже когда они рассказывают про эту свою депортацию, и чеченцы даже не упоминают вот этом подтексте, типа, как будто бы Ингушетия была отдельным регионом, отдельной автономией, и как будто бы оттуда их выселяют. И вот такая разбериха в их умах очень сложная. Конечно, нам, чеченцам, это очень просто. Мы всегда, депортация для нас не есть политическим или поводом. Мы никогда не стараемся какие-то баллы себе. Вот, и депортация — это трагическая дата. Неважно, чеченцы, ингуши, да, все вместе в одних эшелонах, в одних этих холодной степи, Киргизии, Казахстана, их выселили. И казалось бы, просто... И вот сейчас новый новоявленный режиссер, новоявленные патриоты стараются отделить чеченцев отдельно, ингушей отдельно. И как бы это не для старого поколения ингушей, которые знают, что их выслали вместе с чеченцем, а для подрастающих. Они все это зомбируют для подрастающего поколения, чтобы вот, чтобы они, у них голова была вот четкая вот такая грань, что ингуши был отдельным народом, что ингуши отдельно депортации. Вот все вот у них вот это, поэтому снять фильм, конечно, фильм как заявлен, как о депортации, но ингуши не был бы ингушами, если они бы решились воспользоваться. И вот это решило оказалась очень сложной ситуация. Он должен снять фильм про это, но тогда не существовало отдельной ингушской автономии, э, и не было ингушской депортации. И вот, да, вот как мы можем, поэтому очень мало вот этого фактажа об депортации. Основной весь фильм был посвящен политическим вот эти, как ингуши хотели уйти от чеченцев и присоединиться к Осетии. И вот это было. Но это не главное. Все было обидно, вот это все. Ну, зато обилие сел, драк домыслами. И вот это все они решили, все смесь, связать вот эти, какое непонятное. Вот это демонстрации ингушей. Это как будто бы в Советском Союзе никогда демонстрации не происходило. И вот какой-то, я не знаю, если все это ингуши, это специально, это особое. Если другие, да, вот это. И вот это письмо цитранками, ну что вы написали письмо цитранками? Миллионы советских граждан написали туда. Представляете, миллионы советских граждан пишут письма как последней инстанции в Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза. И вот это интересно, снято по этим письмам, эти фильмы. Даже моя мать, это имени моей матери, я тоже в 1988 году отослал на имя секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, вот Михаил Сергеевич Горбачев, тоже мы отправили письмо, что про это тоже, давайте, чеченцы, снимите фильм, вот, про меня, какой я был такой борец за свободу и независимость Чечни. Смешно даже. Очень смешно. Да, скорее всего, нам было бы скучно жить, товарищи ингуши. А без вас сколько вы всего напридумываете. Короче, просто нужно запасаться мешками попкорна и каждый день сидеть и смеяться над вами. Вот у меня очень такая новое хобби появилось. Я включаю свой огромный
там ультра HD телевизор, когда я прихожу с работы или у меня свободное время. И вот я сижу, смотрю на вас и смеюсь. Вот ваши вот эти выходки, вот это со стороны, знаете, как это кажется нелепо, некрасиво. Но, конечно, вам это не впервые позориться, вы умеете, ну, хотя бы себя позорили бы, нас оставляли бы, вот понятно, мы бы ничего не сказали в ваш адрес, да, дорогие мои. Но вот такой у вас самодеятельность. Но это тоже жанр, это искусство, наверное, лгать. Вот. Это же не каждый может. Вот я даже бывает, даже просто, я не знаю, это должно быть такое искусство, наглость, быть наглым, вот это лжецом, подонком. Это не каждый сможет, не каждый может. Тамара Яндиева, единственная актриса у вас. Мне кажется, много ваших этих сумасшедших теток, домашних, этих сумасшедших домохозяек, этих комсомолок. Нужно было, они просто перепутали дверь актерского факультета. Вот туда им нужно было идти, потому что играют они очень убедительно, очень красиво. Просто перепутали дверь. Как и Танзила Чебиева, Танзила Дзаурова. Марьям Елхарова, понятно. Тогда еще Грозненская. И вот так, и стыдание, это не совести, и зевать нечему, и говорить, что это ингуши тоже, они красивые, потому что не все же ингуши такие подлые, такие наглые, такие бесцеремонные. Среди них есть, я много видел порядочных людей, не то что порядочных. И вот это мне, просто я сейчас, наверное, сегодня нужно вот так говорить, что вы мне это пишете, под моими видео я что-то говорю, что про беженцев сразу пишите. Мы же приняли 300 тысяч чеченских беженцев. Вот я, молодой, у нас было двое парней во всем городе Азрани, у вас не было даже двоих молодых парней привезти домой. Во всем городе Назрани нашлось вместе двум молодым парням, чеченцам, кто-то угостил чаем или, я не знаю, уголком ночлег. Не нашлось вместе. А как вы смогли вот 300 тысяч человек принять? Вот это я хотел бы знать. Знаете, ваши цифры не сходятся. Вот, конечно, хорошо, что 300 тысяч, еще написал бы 500 тысяч. И вот деньги дал. И именно вот у вас эта сумма, чтобы деньги красть у центрального. Вы чеченским без ничего они давали. Ничего. Вот этот Международный Красный Крест, вот эта Организация Объединенных Наций, Управление Организации Объединенных Наций по делам беженцев, вот эти все деньги они давали. А то, что вот русские давали, это миллиарды, тогда это большие суммы. Миллиарды. Вот даже ваш президент Зязиков сказал, что вы приписали 8 миллиардов рублей. И вот эта контрольная комиссия при президенте Российской ревизорная пришла к вам, вот только в одном министерстве, где было выделено 4,5 миллиона рублей, хотя это не такие большие, но все равно, вот 3,50 миллиона, 3 миллиона 500 тысяч вы отдали задолженность этого министерства, и вы, сколько вы помогли беженцам? Да, вы письмо оформляли, даже вот оформление этих беженцев, и то вот так, огромную сумму на себя, все это на себя, поэтому надо, ваш этот магаз не был. И вот так это, я вот так, даже если я не был бы, я не мог бы утверждать, двоих молодых парней вы не смогли предоставить место пожить. И как вы могли это приютить 300 тысяч человек, это, знаете, это ваши сказки. Я уверен, там 30 тысяч, 40 тысяч, даже 30 тысяч, я вот сейчас смотрю, даже 30 тысяч чеченских беженцев у вас не было. В нашем селе введено, здесь не введено, вот я знаю, примерно огромный поселок, сейчас 15 тысяч. Я не видел, что вот только вот эта одна семья, моя
Эточка, вот это, она вот своих дочерей, своих вот это, вот она уехала, вот введено, я не видел, чтобы Азраль находились чеченские беженцы. Точно так же в любом авторе, посчитать, вот вы слышите, что вот, если 300 тысяч там чеченских, вот знаете, 300 тысяч, это почти внутренних в Чечне было, внутренних было столько же. И вот представь себе, это третья часть, это должно быть каждый третий человек, чеченец, находился у вас. Каждый третий человек. Представляете, вот чеченцев 1 миллион, вот так грубо посчитаем, хотя и 300 тысяч их убили. И вот внутренние беженцы Чечни самого, вот в Грозный идут боевые действия, все беженцы уезжают в Ведено, Шали, Ачхамартан, вот так. И вот таких внутренних беженцев столько же. И плюс в Россию уехали, в Москву, Санкт-Петербург, масса, в Ростов, Волгоград уехали тоже. Плюс очень Гудермесский район, вот эти районы, которые с Дагестаном, Хасавюрте их был, сколько это было, почти 80 тысяч беженцев в Хасавюрте было. И вот вы утверждаете, что у вас в Ингушах 300 тысяч. Да, чтобы деньги, выжил бизнес, вот на крови чеченцев вы сейчас вот так воспряли. Вот у вас ничего не было, вы не могли ничего построить там. Вот деньги чеченские пришли, на чеченские пришли. Да, по телеку, по НТВ, по Первому России показывали, хлеб дают, какой-то суп дают. Вот это Международный Красный Крест. А вы вот эти деньги обустроите, это беженцев, все в себе карман, все кошельки. И все ваши ингуши, все вот ворованные чеченские деньги, больше, чем чеченцы, у вас ингушей в Европе проживает. Целый диаспоре у вас. Вот больше, чем чеченцы у вас проживает в Европе. Это же откуда у вас эти деньги? Вот это деньги несчастных чеченцев, которые даже приехали все свои машины, транспортом, или больной человек, или кому-то нужна пенсия. Почему мы даже, скорее всего, многие не, что пенсии получать, вот многие уехали в Ингушетию, чтобы там получать эти пенсии. И только вот это. И вы знаете, сами снимали эти дома, квартиры. Да, были ингуши, которых принимают действительно от чистого сердца. Есть же порядочные люди, не только все козлы и негодяи. Есть и порядочные люди. И вот так это все туда-сюда, туда-сюда. Вот я тоже вот думаю, за меня держит идиота. Если у вас не нашлось во всем Назране для 2 молодых парней отшлепки, как вы могли тогда десятки тысяч или сотни тысяч людей принять? Вот это ваша лжешь, я этих женщин даже сейчас, я это все помню, знаете, не дай Бог, впервые никогда в жизни я не оказывался на улице. И был бы, если в России, Украине, я бы не постеснялся бы. Но так как Ингушетия, все равно, они же видят, что мы чеченцы или ингуши. Даже у нас же на этом лбу не было написано, что мы ингуши. И вот как вот молодых людей, которые мимо проходили, как им не было стыдно, вот даже, мог быть даже ингушом из Москвы приехал, не успел уехать в Джейрах, и вот даже своих, и вот 2 молодых автобуса остановки стоят стеклянно, и вы все мимо проходите, делают вид, что вы нас не замечаете. И вот такие вы, вот такая у вас гостеприимность. Да, русский приедет, да вы будете таскать его, давай я тебя отвезу куда надо. Да, вот это, да, русский, осетин, кабардинец, дагестанец, аварец. А вот чеченцам, да, чеченцы у вас только одно чувство – зависть и ненависть. И вот такие вы подлые люди. Я каждый день убеждаю в своем утверждении, что вот и такие. И мне кажется, это хуже. Дальше будет еще хуже. Дальше будет еще хуже. Дальше будет идти по очень тонкому льду. Надеюсь, вы найдете счастье, которое вы ищете, вы найдете.
только без нас, без нашего участия, без наших вот это, идите, куда хотите. Телевидение Ингушетии, в общем, думаю, смотреть, не смотреть, ну смотреть, но там не смог вытерпеть про этих Курхасов репортаж на канале Агас. Как это стыдно, как это позорно. Вот на полном серьезе. Это такие странные шапочки, какие-то странные. Вот эти наши женщины носили вот такие высокие. Вот как это, если мужики носили папахи, а этот курхас 2 раза выше, чем этот папах. Как это? Как это вот мужики, вот головной убор у женщин выше, чем у мужчин. Значит, потом вы сами говорите, комсомолки, что вы вот они были амазонками, воительницами. Вот я не знаю, вот мужиков, поэтому и видно, что сейчас нет мужиков, которые сказали бы стоп. И вот про этот Курхас я вот сидел и думаю, ужас, неужели я этого должен смотреть? Вот какой-то вот, я какой-то, сперва подумал, какой ассоциация должно быть. Вот Курхас, это даже, он говорит, в 23-м году в каком-то склепе нашли детский курхас, вот это мне понравилось. Детский курхас нашли. Оно из материи, оно еще сохранилось. Вот это интересно. А потом она расскажет, что внутри она из дерева. Как это из дерева сделать, вот это, как оно могли вот это сделать из дерева, как его можно было носить, и огромное, вот это. И вот какие-то извращения, какие-то извращения. И вот я должен чечен сидеть и слушать, как это ингушам, это, и как они. И потом у меня ассоциация, может, это Ассирия, что-то такое, Авилон, вот такое. И сейчас, это же новогодные, вот это гномы, как их называют, гномы, да, вот это же вот так у нас тоже, в Европе тоже, в этих новогодних сказках вот эти, а сейчас они по-другому сделали, и еще длиннее, вот это. Вот сидит женщина, ингушка, и на полном серьезе рассказывает, не болится. Вот как этот материал сохранился 1000, 2000, 3000. Это такой древний убор, 3000, минимум 3-4 тысячи. Там, скорее всего, это не было в наше время, это до нашей эры должно быть вот такое древнее вот это тысячелетие. Как все это сохранилось, как это они смогли найти. Вот это как интересно, это то же самое Тхабаверди. Никогда про этот Тхабаверди никто не говорил. Друга они это открыли, почистили, подложили, и где-то вычли, и потом все это построили. О, этот древний храм. Древний храм Тхабаверди. И вот точно так же Курхасы. Вот так. Вот такие дела, и удивишься. Вот я не думал, что вот доживу я вот до таких времен, когда даже стыдно. Лучше, интересно, вот это, амазонки, вот вы показываете, амазонки. И самое интересное, вот этот Курхаз, это же не просто так появился. Это типа амазонки, носил хорошо. И длинное платье женщин. И она самое длинное до пола это платье. И как вот я думаю, как она по горам лазит, это длинное платье. Вот это, они же, амазонки чем отличаются? Тем, что они голышом, одежды не было на них, голые вот это ходили. И вот как это сопоставить?
А потом вот этот африканский народ, да, сейчас французский, вот это очень много репортажей, потому что во всей Африке французский язык, я, так как я в Франции, французского у меня тоже, смотрю я вот там, это вот такие головные уборы, вот это из африканских вот этих племена, которые, и племена в Амазонии, вот это, и вот как современные ингуши вот ухудшается. Это еще ничего, еще найдут что-то, еще найдут. Вот так отделяется от нас, не только от нас, чеченцы, это понятно, они для себя решили, что они больше, они войнахский род, но вот, по-моему, от веры, от религии они отделяются, потому что как были язычники, вот туда они тяготеют вот этим своим корням, язычники. Вот наши всегда идиоты, жалеют их. И вот этот, даже это Бебелат, теми Бебелат, вот этот, который пошел к кабардинским князьям, этих дикарей, их нужно было стать, этих ущельях. И вот этот, за то, что они станут мусульманами, вот их пустили. Это чеченцы договорились с кабардинскими князьями. Вот этих дикарей нужно было оставить, конечно. Мир ничего не потерял бы. Честное слово, не потерял. Цивилизация, вот так, вот, дикари. А как вас называть? Вот это, как это, какой-то вот стоит. Потом, это еще, знаете, это же аморальное поведение, это же разложение, представляете? Вот такую глупость говорят, и человек теряет нравственные ориентир, слушает всякий бред, всякую хиню. И вот человек, знаете, вот так оно с границы стирается, и потом аморальность. Люди вот так появляются. Вот аморальность. Это же аморальность. Женщина, мусульманка, в платке сидит и расскажет, что мы какие-то воительницы. Кого вы, вот, мы ж вот воительницы. Вы брали плен этих мужиков, чтобы начаться. Вот это у меня, вот как парень возникает, вот, для чего амазонки, для чего они? Вот это я не пойму. И вот да, вот это репортаж по телевидению Магаса, они не говорили по амазонку, они отдельный репортаж. Вот еще не хватало вот этому, это Курхаси, потом еще амазонки. Вот такое. И я вот не пойму, может, я не так понимаю этот мир. В черном по белому все написано. До нас все это рассказано, до нас это все написано. И вот это стирает между нами эти границы, потому что им не нужны патриоты, им не нужны отважные ингуши. Им не нужны хорошие соседи. Им нужны вот эта непонятная биомасса, которая будет при первом же вот таком ура крике возбуждать, как в 2018 году они бегали, все эти женщины, старики. Позор это, позор. И вот так это будет у них. Все вот нужно биомасса, им нужна не люди, а не порядочность. Вот им нужна вот биомасса, которая будет выполнять их вот эти всякие хотелки. И потом думаешь, ну да. Потом я плохой, другие плохие. И все виноваты, во всех бедах виноваты другие люди. Мы не сами, вот, если этот Аушер не был, даже это Магаз у вас не был. Вот представляете, какой колхоз вы жили бы? И потом привели Чечен. Они у нас Грозный, это наш Грозный, мы там жили, мы там все восстанавливали, мы там квартиры наши Грозные имели. Вот будет потом требовали бы, наверное, Грозный обратно себе, одну часть Грозного. Как вы требуете Владикавказ, вы там пожили, и вот Владикавказ оказался ваш. Точно так же пожили 70-80 лет в Грозном. Тоже хорошо, что никаких претензий к Грозному. Ну да, говорит, это не ваш чеченский город, это казахский город. Да. Азран основан ингушами, конечно.
Это я риторически так говорю. Вот такое дела. Перед вами Бангкок. Вот он, это только одна сторона, очень много таких. Вот выше даже Нью-Йорке, знаете, Бангкок, Нью-Йорк между собой соревнуются. Вот в Нью-Йорке, да, там все здания большие. А мне почему-то Бангкок кажется красивее, потому что, вот видите, такие внутри какие-то здания красивые, а себе Нью-Йорк себе такое не может позволить. У него, вот в Бангкоке очень много красивых зданий. Очень много красивых зданий. Очень много больших зданий. Конечно, весь Бангкок. Но в Нью-Йорке это как бы тоже, там же земли вообще нету. А тут можно, вы видите снизу маленькие дома, их можно разрушить и построить новый небоскреб. А вот там, вот Нью-Йорк так не могут себе позволить. Поэтому, наверное, такие все ровные, такие одинаково много зданий. А вот тут в Бангкоке все по-разному. Рядом с небоскребом двух-, трех-, четырехэтажные, пятиэтажные дома. Все вместе существует мирно. Очень такой колорит. Если бы чуть-чуть не было бы такие жары, постоянно жара там под 40 градусов, скорее всего, был бы очень такой хороший город. Конечно, не прогуляешься, как в Нью-Йорке по этим проспектам, потому что ты не знаешь, куда тебя ведет. Там у них там очень сложная такая деление. Вот такое. Вот такое. Мне это еще повезло, я там видел 35 градусов, 40 градусов иногда. А вот на Пхукете, тоже в Таиланде, на острове, под 50 градусов. Там наша одна моя знакомая отдыхала, и вот она говорит, жара страшная, страшная жара, под 50 градусов. О островах, но там тоже ветер продувает, а тут в Бангкоке очень воздуха вообще нет. Все нужно искусственно, все это искусственно, все вот так. Вот такие дела. Я просто хотел пару снять, потом думаю, вот это получается разговор ни о чем, и смысла нет вести его вот просто так. Скорее всего, нужно вот только то, что ты сказал, вот про эти ролики снимать. И я люблю комментировать, да? Человек что-то высказал, и вот комментарии вот. И вот недавно я наткнулся на Ахмеда Архо и с Азаматом Дишни, вот этих бесконечные диалоги. Я Азамат Дишни, вот это очень рано, я раньше, чем вот это Башлам Чимай, вот он начал с этими гусями разговоры, вот этот Абадиев тоже постоянно он ездил, в 2011 году тоже вот у Абадиева, у многих ингушей в Грузии он в гостях был, но так как он филолог, он знает, он просто смотрит по языку, вот, и вот он считает, что чеченцы и ингуши это один народ, и вот это, вот, конечно, вот это, и вот это баталия, вот это понятно, грамотный филолог, преподаватель Грозненского университета. А этот Ахмед Бархо, я не знаю, кем он по профессии, скорее всего, блогер. Его вот начинает вот это, знаешь, мне очень понравилась его вот контраргументация. А почему в газете «Грузинской работе» какая-то статья, не по... Вот какая-то статья, кто-то что-то высказал, и вот это цепляется. И еще вот это, сейчас я заметил, очень новомодный ноу-хау, вот Ачхамартанский район, вот как это
пиявки вцепились за этот Мартанский район, не мог ничего, ни одного ингуша там, они проживают, все чеченцы живут, и вот не знают, что делать. И вот это, и какой-то вот Ари придумал, вот какое-то село, вот село, что-то связано с ингушем, это вау, сенсация. И вот что вы хотите, вот я не пойму. Вот это странно. И вот казаки. Их не знаете, до 1921 года, какая их была столица? Вы не поверите. Русский город Оренбург. Они что, должны сейчас с ума сходить? Столица Казахстана была, раньше Казахстана не было, но она уходила в Киргизский СССР. Первый же на этих территориях, все вместе был Киргизский СССР, вот туда уходил вот этот Казахстан, их столица была город, русский город Оренбург. Где Оренбург и где Казахстан. Вы поняли, да? И вот, да, вот это люди, ничего, вот это, а вот тут какой-то, нигде это не доказано, нигде это нет. А какой-то ингуш кому-то там сказал, это кто-то записал, вот это основание всего. Вот какой-то мелочный вот это подход, мелочевка. Вот это, поэтому я, вот это дает вот их мелочность, их жалкость. И вот мне этот очень грамотный человек сказал однажды, вот я говорю, вот со мной спор был, я говорю с ним, говорю, он говорит, знаете, я говорю, раньше я какой был идиот, я мог раньше все найти, все у меня под руками. Везде я, везде я находился, в Грозном жил. И сколько всего полезного я мог бы сделать для своего народа. Я об этом знал, что будут эти ингуши вот такие неблагодарные люди. И вот он мне сказал, знаешь, ты не волнуйся, ты, если хочешь узнать правду, просто внимательно слушай. Они сами будут, они сами себе будут и давать себе через свою ложь. И вот мне очень сейчас очень спокойно, потому что я знаю, что это неправда, поэтому что-то у них нет. Я-то раньше думал, честное слово, думаю, что-то вот это. Я знал, что-то историю вот это, думал, может что-то есть. А сейчас вообще знаю, что ничего нет. Ничего не было, никогда ничего не будет. Да, мы будем чужое присваивать себя онлайн, или в книжках, или этих газетных статьях, но как это вы Галанчо себе присвоили в 2009 году? Рочерком пера. Вот президент подписал ваш, и все. А почему-то в голову не пришло точно такие же рочерком пера, вернуть свой пригородный район. Почему у вас смелости не хватило? А чеченские присвоить себе смелости хватило. Там же идет война, чеченцам же не до земель, они еле жевать. Давай мы вот так. Легкая добыча, раненый зверь, вот он не будет сопротивляться. Вот так у вас. Я поэтому и говорю, жалко, что вы в Якутии где-нибудь. Вот ваши эти походки, ваши эти, как вам сказать, вот эти выходки, вот Чукч, вот Чукчу, вот этот Курхас. Я слушаю, думаю, ассоциация, честно слово, эти голые, эти африканские племена, амазонки тоже, дикари. Эти Чукчу у меня в голове возник, когда это Курхас увидел. Кошмар, кошмар. Вот такой. Такие вы красавицы, такие вы комсомолочки. Это самым не стыдно. Вот такой. Вот такие дела в наших краях. Много бардака, короче.
Не знаю. Вот я иногда сижу, думаю, а нельзя просто так жить, я не знаю, наслаждаться жизнью. С вами тягот, не тягот. Знаешь, еще в непростом мире вот усложнять эту жизнь, придумать того, чего нет, а потом это же ложные постулаты, это же ложные вот эти смыслы. И вот если ты что-то сказал, ты же должен следовать этому. И вот им казалось, как шулеры, они отводят глаз, вот много говорят, много кричат, и вот сейчас сами загрязли вот этим своим. И вот сейчас даже не понимают, кто они такие. У них как это змея Горыныч, вот этот змея, 9 голов. Точно так, одна голова в одну сторону, другая говорит, мы амазонки, мы вот такие древние воительницы. Конечно, женщинам хотелось бы амазонками быть. Идиотный какой-то инстинкт. Мусульманская женщина, порядочная, семейный человек, семьянин, вот она замужняя женщина, как она может вот такое самим говорить и это воспринимать? Она приходит в семью, муж ничего не говорит, родственники мужа тоже как бы это нормально. Вот я даже не представляю, кто-то вот такое в нашей семье сказал бы, и вот и как можно отнестись. Вот это интересно. Но это все во благо Ингушетии, конечно. И продаваться будем во благо Ингушетии. Оптом и розницу. И кучковаться, и выдумывать вот всякие вот эти. Ну, такое. Одна Сурожден Салтыков, это одноглазый разбойник, выступил на Мехкеле, и вот бедный несчастный жаловался, что у него отжали фирму, предприятие его. Помните, 2-3 года тому назад такой Помпей Исаак Азоев, как писатель, почетный гражданин Тбилиси, приехал в Грузию, чтобы открывать вот этот офис вот этого ингушского культурного центра в Тбилиси, чтобы вот для чего он нужен был, для того, чтобы вот типа из грузинских источников сделать фальшивки. А также очень сложный грузинский язык, это не русский язык. И это не так просто документы искать. И они нашли как раз комсомолочку, бывшие, вот они же квалификации меняют. Вот этот, как это Джоанна Коллинз, который из Стэнфордского университета профессорша по чеченцам. Вот она потом, когда при Джохар Дудаеву, при Ахмаду Масхадову, она там за чеченцев. А потом, когда Рамзан Кадыров появился, это нет, они нарушают права Чечни, вот это, и людей, и вот они свои квалификации переводят на ингуши, меняют квалификации, всю жизнь были этиноводами, потом становятся ингушеводом. Точно так же вот этот Мариам Джунгушвили, я не знаю, как это фамилия, не знаю, зовут ее Ариам, профессор, я не знаю, или преподаватель Тбилисского университета, такая бойкая женщина, еще по-ингушски говорить. И вот она стала инициатором вот этого, открытия вот этого культурно-ингушского центра Тбилиси. И вот все было хорошо. Скорее всего, вот это же тоже не просто найти здание, все это оплачивать, вот это, так как государство Ингушетии же, это же не на государственном уровне, это Мехкел, вот это. И вот, скорее всего, вот это они, Аня, вот председателем, вот этот директор этого центра, культурного центра был вот этот Сержин Султыго, это глава Мехкела. А вот она была как бы начальником департамента, вот такой вот. Сейчас через 2-3 года уже есть свои результаты. Они 3 книжки издали про историю Ингушетии, почему-то в Тбилиси. Они заранее от Тбилиси, а Нурдин Казоев уже создал эти все учебники, а там нужно еще дополнительно, чтобы
фальсифицировать историю, там же уже еще и грузинский учебник. Вот этот Марьям, вот этот, уже третью книжку, 3 книжки они издали, и он говорит, что мне без разницы, кто там, вот это, вот это. Главное, чтобы дело шло, типа, главное, чтобы пропагандистский материал печатался, фальшивки печатались. И вот там где-то какое-то выступление, и вот кто-то сказал, и вот не понравилось вот этому Сарждину Султыгову, он тоже участвовал в этом мероприятии в Близком университете. Вот они сказали, что вот это Марьям, это сидит типа ректор, а те говорят, ректор Ингушского культурного центра Марьям Джунгшин, что-то такое сказали. И вот этот не вытерпел, потом, когда поблагодарив всех, сказал, что он директор этого центра. Конечно, какой-то скандал там появился, и многие мужчины тоже это не понравилось. А тебе какая? Они ему сказали, она же делает свое дело, мать 3 детей, еще тоже возможности не бесконечны, если ты не жена предпринимателя, бизнесмена, то и вот эти мужчины на него тоже напали, и 37-минутный ролик выпустил вот этот Саждин Султыгов, бедный, несчастный, решил объяснить, почему это, как, это что. И многим мужчинам тоже это не понравилось, говорит, да зачем ты выносишь это на обсуждение. И вот это отжали бедного. Вот так это, знаете. Эти сидят, а зря ничего, они делают, а бегает, все это делает, книжки печатает, все это делает. И там он такой-то сложный, вот это было, ключ надо куда-то отнести, ключ надо потом принести, каждый месяц 1 раз, вот так, какой-то херня. И это офиса, по-моему, они лишаются, потому что некому заплатить за нее. Вот так. Ну, 3 книжки напечатали про историю мужчин, успели напечатать. Вот такой разборочка внутренний у них. И вот это, представляете, говорят, это какая разница, пусть она же делом занимается, пусть она хоть будет директором. Вот такие разборки у них. Тоже вот это, еще много, немало отметил с ним. Вот этот Хаджи умер, вот этот Беслан, вот этот Чинтаев, вот тоже, вот этот Кавказ, раз Кавказ, вот этот, тоже мне очень много она ингушской пропаганды. Скажем, дагестанский блок, потому что все про Дагестан у них, но и Чечня, и Ингушетия тоже иногда высказывают. И вот это, даже умерший человек в хаджи, он почему-то чеченец, он должен быть ингушем, а не жителем Ингушетии. Вот так бы жители Ингушетии. Нет, там что-то чеченцы. Вот это знают, это так по каждому вот это презирается, пьянство, какой-то сумасшедший, больные люди, честное слово. Это болезнь, это нормальный человек так себя вести не может. Вот я про мои рассуждения, вот я лично был бы, не знаю, психологом, я мог бы мог залезть в их душу, это, в голову, понять, с чего оно составлено. Вот, какой-то, какие-то, я не знаю, даже мне стыдно это говорить, вот какие-то вот непонятные, вот это. И сейчас я скажу это слово, потом, ты нас оскорбляешь, ты нас унижаешь. Я никого не оскорбляю, ничего, просто вот это, как это, такие безнравственные личности сидят, вот это, и все нормально, все всем нравится. И каждой фамилии, каждому тэпу, каждой камне, каждому танцу, каждой песне,
каждая вот балалайка, вот презирает, нет, нет, это не ваш, это наш. А вот этот ингушский танц, вот вы, твари, мне писали, о, Ева, эта музыка сочинила Ева Мальсяга. Кто ваша такая Ева Мальсяга? Да, нигде, только ваша газета Сердало про него написала, и все. Больше нигде его про это, ваша великая композиторша. Какая композиция Ева Мальсяга? Вот сейчас она у моста. А вот этот чечен, вот, сейчас они пока, вот это, хорошо, что пока вот люди, которые, когда это создавался этот ингушский танц, в Чечне не было до группы войнах, вот, и вот музыки, танцы, пляски, был ансамбль. До войны был вот ансамбль, танцы и пляски. И вот тогда эти чеченцы сказали, что давай мы сейчас будем создавать ингушский танц. Раньше как бы мы же были чеченцами, ингушами вместе. У нас не было такого различия, это ингушское, это чеченское. И многие чеченские песни, спектакли. У вас же не было, у нас же Умар Имаев был, Валид Дагаев был. Даже последних Муса Гашая, последний песенник, вот этот, который все эти песни, даже композитор Муса Гашая. И вот это очень у нас очень много их было старых. И вот эта песня, это мелодии, вот когда эти чеченцы говорят, мы хотим, на войнах вот так вот, они говорят, давай мы самые лучшие песни туда, и самые чеченские, самые, вот для ингушского танца, чтобы это наши братья, и вот их возвысить, вот тогда это времена это были, кто знал, что они такие подлые, кто знал, что они такие коварные, кто знал, что они такие безнравственные, такие мелочные. Мы же не знали, мы же, если мы знали, вот это, и они при живых людях, которые это все делали, при живых вот этих свидетелях, что утверждать, что это их, что это их песни, их танцы. Ингушский танец, вот это чеченцы создали, не вы, ингуши. Это у вас был, не был национальный, это мы, чеченцы, вам создали, чтобы вы же голову без ничего у вас нет. Да, вы вот это грозным чем вы были заняты? У искусства у вас никого не было. Никого. Вы были занятыми хлебными местами, в Грозном вот это, да, все занимали, и вот этот книжечки, вот это всякие, вот этот печатали. А вот это искусство, танцы, песни, вот у вас не было это. И вот последний вот этот, ваш этот, гармонистка Рая Евлоева в войнах, вот она после 2000 года создалась этим бывшим министром Дикалом ОЗК, бывшим министром культуры Чеченской Республики. И вот она создала вот ваши два коллектива танцевания. Это просто вина чеченцев, вот это, я из этой музыки ко мне, вы все прибежали тоже. Нет, это Ева Малсак, чеченского танца не было. Это все ингушские. Это вот так, это, знаешь, сейчас вам не стыдно? Сейчас это все раскрыто. Просто люди просто, ну вот так и раскрывают. Они, это люди называют это спектакль, вот этот, да, вот тут тоже вот эта песня ингушская, типа ингушская она, а чеченский спектакль сочиненный для вот это Хеди Султан, как это, забыл этого комического актера, вот этого спектакля. И вот когда вот этого решили спектакль в 89 каком-то году снять про этого великого героя Советского Союза Руслана Аушева, эта песня была какой-то легкомысленный у чеченцев, а какие они были легкомысленные, свои песни отдавали, какие-то спектакли. Ну, понятно, это была Чечения, Ингушетия, одна государство, одна республика. И вот не было такого, что давайте, это ингуши, мы создаем спектакль, и дайте нам вот это, какую-то песню, какой-то танец. Вот отдавали. И вот это есть основание, это наше, кричат, орат, это наше. Ваш ничего не, вы голос задницы, из джунглей Амазонки спустились. Это вы, вот ваше, не я утверждаю, это ваше утверждение, что вы такие были с курхасами.
Э, в голову, вот я представляю эту картину, честное слово. Очень несложно представить, как это было. Мы «Великолепный век» турецкий вот этот фильм смотрели. Это гареме, вот это султан, вот это евнухи такими капюшоном ходили. Курхасами ходили. Вот такое. Вот видишь, как хочется, и ничего не хочется вот такое говорить. Но приходит, а как это? Наверное, у нас скучно, очень скучная жизнь была бы у вас, без вас, товарищи мужчин. Иногда вы, да, нам было бы скучно без вас. Вот вы, сказочники, басенники. Очень такие вещи. Я не знаю, как можно в наше время какие-то танцы придирать. Вот. И вот эти чеченцы, вот, вот эти страны, наверное, они лицемерили, скорее всего, лицемерили, эти ингуши. Они большие лицемеры. Вот я сейчас много роликов этот, читаю, смотрю, и вот оказывается лицемер, наверное. Ой, приходят, нам нужна вот эта песня, этот танц, вот это. У нас же вот это, вот у нас же Умар Димаев, этот его сын Али Димаев, вот знаете, да, вот, их отец, какой был композитор, сколько этих композиторов было, сколько всего, и сколько вот, мы чеченцы, вот, у нас не было этих, вот, культуры, искусства, вот мы, сотни певцов у нас было таких мощнейших. И все, вот у нас был взрыв, и сколько вот песен, сколько всего. И сколько ингуши присвоили себе, сейчас стараются присвоить себе. Но это все чеченское. Оказывается, у них ничего не было. Да, мы учились. Учились, чтобы вот занимать этим должностях. Вот сейчас это раскрывается. Это для меня это раскрывается, что здесь нет искусственной. Если вы были таким великим, у вас все было бы. Знаете, и танцы были бы свои, и песни были бы свои, все было бы свое. А это только одна песня, ты армянистский рай Елой, вот скажите любому, одна эта песня только, мы все знаем, и все. И то, вот так. Все на подпевках, на подтанцовках вы были. Знаете, сейчас великий народ. Великий народ, великий народ. Ну, такое, знаете, мы еще удивляемся, наверное, это вот такой век технологий, это вот будет дальше еще хуже. Мне кажется, еще хуже будет, потому что границы будут стирать. Раньше очень сложно было вот это все придумать, потому что не было технического опровождения. Сейчас это очень легко, и каждый человек может сидеть и что-то там напридумывать. И вот а еще дальше еще будет с искусственным интеллектом, еще будет хуже. Еще будет хуже. Ну, высокомерие, вот поэтому у них это высокомерие. Какие-то высокомерие. Даже вот этот один гусь, который я знал, со мной раньше общался, вот какое-то высокомерие было. Так высоко на людей смотрит. Вот. Странно. Странный народ. Хорошо, что я не ингуш, вот это меня радует. Благодарю Господу Богу, что вот не создал меня таким человеком, как ингуш. Я чеченец, и я могу состояться в своей республике, Чеченской республике, как порядочный человек. Мне не надо лгать, не надо придумать, юлить там, не знаю, подстилаться под всех. И я свободный человек. Вот у нас действительно свобода. У нас свободные люди живут. Вот там рабы. Всегда они были рабами и подневольные люди. Вот поэтому они такие жалкие.
их обиды мелочные, и не знаю, наверное, это кому-то слышит очень неприятно. Я не о всех, я о тех, кто бегает у вас там. Вы сами свои права им отдали. Вот они сегодня придумали Amazon, завтра придумают какую-то херню, потом послезавтра еще что-то придумают. И мы должны просто сидеть и говорить: нет, это нужно делать мужчин, это нет, это не нужно делать мужчин. Это агрессивный род, который сейчас, я не знаю, очень агрессивный. Род, вот какие-то планы гитлеровские. И я не знаю, если вы думаете, что, я не знаю, какие-то вот это, странные люди. Люди, я удивляюсь, поэтому я вам это говорю, я вообще удивляюсь эти вот наглости этих людей, конечно. Не без этого нам наши отцы, наши матери, наши дедушки, бабушки, сколько приличий привили. Сколько, вот я помню себя детства, вот это не делать, то не делать, то не говорить. Вот какие-то рамки. Даже не бывает, а без рамок. И бывает же это просто так, по приколу. И почему мы должны это все видеть, слышать? И главное, они же другие народы, о, эти братья чеченцы, нет, мы не братья. Зарубите товарищи, сесть на себе. Вот нет их. Никогда мы чеченцы, да, старались быть им братом, но они никогда не были нашим братом. Это поэтому вот это их лицемерие, вот сейчас они сами себя раскрывают, вот эти мелодии, которые они украли, танцы, которые они украли. И вот приходят эти филармонии чеченцам: дайте нам песню, дайте нам это, дайте нам это. А наши, самое лучшее, да, вот, когда создавали ингушский танец, и вот идиоты чеченская, самую лучшую музыку отдать. Но это наша музыка, мы-то, если это у нас танцы, и вот поэтому ингуши приходят, это нет, это не ваше, это наше ингушское. Потому что у нас же это существует, этот танец. У вас не было ни одного, ничего у вас не было, товарищ. В 1921 году первое ваше вот это упоминание у вас в 1921 году. Ну, такие дела. Я, как вам сказать, тоже устал от этой темы, постоянно об этом говорить. Ну, надеюсь, найдется какой-то грамотный парень, чеченец, который, вот, знаете, задолбает все это. И вот он будет так грамотно, подкованный языком, все вот эта техника, вот начнет их всех раскрывать. Надеюсь, там не один, и не два, и не три возникнут. Мы свое, то, что мы можем, мы сделали, стараемся делать. Вот молодежь, которая сидит в социальных сетях, и там они и так сидят целыми днями там. Не знаю, когда не успевают учиться, когда не успевают за девушками бегать. Вот это непонятно. И вот мы успеваем, везде сидят. И надеюсь, вот как-нибудь, я не знаю, подумает. Мы не хотим этих разборки. Вот если не отстанут от нас, что мы можем делать? Мы же не можем поднять руки, 500 лет воевали за честь, достоинство. Потом сейчас этими подлыми людьми, этими мужчинами, мы должны поднять руки и сказать: только нас не троньте, мы ничего не будем. Нет, так не получится, товарищ. Человек нужно на место поставить, гаденыш нужно на место ставить. И поэтому мы говорим, поэтому многие кричат, многие. Пожара еще нету, конечно, но почти предпожарной ситуации, кто как, я не знаю, их не сумасшествие остановить, я не знаю. Самое они не остановят, это точно понятно.
это точно понятно. Вот кто их остановит, вот это я хотел бы знать. С вами был одинокий Джейсон. Конечно, хотелось бы что-то другое рассказать. Но вот то, что я вот мимоходом, желания даже нет. Это сейчас раньше был какой-то энтузиазм, сейчас даже желания нет об этом говорить. Безликие эти вещи. Нас это не радует. У нас свои заботы, у нас свои дела. Так что мы можем? Мы просто констатируем то, что есть. Надеюсь, у всех не будет вот этих проблем. Надеемся, что, знаете, в наше время есть немало образованных, порядочных людей, которые поймут, где ложь, где правда. Надеемся на это. Пока-пока. С вами был одинокий Джейсон.